Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. С вами Мария Архипова и Николай Борисов. Сегодня мы снова вас приветствуем в нашей традиционной рубрике «Давайте попробуем». И сегодня мы пробуем королеву кухонь, докторскую. Любимое блюдо взрослых и детей. Докторскую колбасу. Первым нашим конкурсантом является колбаса от нашего производителя «Традиции свежести», который как раз, если вы помните, когда-то победила в конкурсе на краковскую колбасу. Да, наши народные эксперты посчитали, что это один из самых вкусных колбас. А вторым претендентом у нас будет производитель из Чурапчи, СХПК Чурапча. Третий наш конкурсант – это от производителя «Скиф». К сожалению, в их производстве нету таких маленьких упаковок, поэтому мы отрезали от большого батона. Следующий пойдет ИП Зырянов, известный в городе Якутске, а также в окрестностях и, наверное, по всей республике производитель разных продуктов. По внешнему виду, давайте сразу скажем, примерная граммовка здесь у нас 400 грамм. Кроме производителя из Чурапчи, здесь решили не обрезать его, чтобы просто показать упаковку. Она в 2 раза больше. Граммовка составляет более 800 грамм, то есть ровно половина от наших конкурсантов. Угу. Ну и производитель Скиф, он придерживается, скажем так, традиций, да, и там просто огромная колбаса, такая палка колбасы, к которой мы привыкли с детства. В принципе, там все знают этот процесс, нарезается и покупается. Зато здесь у нас как бы такой удобный формат, который можно купить, с собой куда-то взять, ну и для переноски легко. Насчет цен. Так, у нас традиции свежести. 440 грамм обойдется в 220 рублей 71 копейку. Продукция СХПК Чурапча за 800 с лишним грамм мы заплатили 668 рублей, то есть половина составит около 330 рублей. Производитель Скиф у нас 159 рублей 57 копеек. За сколько было грамм? 394, почти 400 грамм. Почти 400 грамм. ИП Зырянов это у нас 298 рублей, чуть не доходит до 400 грамм. 368. Ну да, ценовая политика у всех производителей примерно одинаковая. Может быть, чуть дешевле у нас производитель Скиф. Производитель Скиф. Но чуть дороже у нас традиции свежести. Да, когда проходил конкурс по краковской колбасе, традиции свежести, также мы выяснили, что придерживаются высокой ценовой политики, однако их продукция именно тогда, по мнению народных экспертов, была наилучшей. Давайте попробуем нашу колбасу. Итак, наша колбаса порезана по порционным кусочкам и имеет очень различный вид. У каждого вида колбасы разные оттенки, но тем не менее вкусы также они отличаются, хотя сорт по сути один и тот же. И давайте попробуем, каковы они на вкус. Итак, первый. Традиции свежести. Чувствуется, что здесь есть кусочки прямо мяса. Ну, то есть, что-то такое натуральное. Да, довольно такой натуральный вкус и, как мне кажется, довольно бледный оттенок говорит о том, что красителей тут минимальное количество. Возможно. Абсолютно точно. Второй у нас идет СХПК Чурапча. Очень насыщенный вкус. Чувствуется, вот тут чувствуется то, что присутствует мясо. Да. Оно прямо, волокна мяса присутствуют в этой колбасе. Очень... Мясо при предварительной, видимо, подготовке, оно не было стерто в какую-то труху, поэтому остается такой. Ну, чувствуется качество. Вкусно, вкусно. И третий наш конкурсант это Скиф. Скиф. Прямо детством поело. Мне кажется, этот вкус не менялся точно годами. Да. Есть такая вероятность. Да. Очень такой приятный вкус, я скажу. Да. Я думаю, если якутянам приходит в голову ассоциация с докторской колбасой, приходит именно этот вкус. Видимо, соблюдаются ГОСТы. Итак, ИП Зырянов. Здесь совсем другой оттенок вкуса. Что-то среднее между Скифом и Чурапчой. Да. Гибрид. Золотая середина, возможно. Да. Часто в нашей передаче побеждает
именно производитель, который соблюдает баланс между насыщенностью, между текстурой и разными другими показателями. Все виды колбасы, мне кажется, довольно вкусные, мне понравилось. И абсолютно точно каждый из них найдет собственную нишу своего любителя. Да. Они очень-очень разные по вкусу и даже по цвету. Угу. И это очень удивительно. И узнаем мнение наших народных экспертов. Попробуем колбасу. Это докторская колбаса от якутских производителей. Нужно попробовать все и выбрать своего фаворита. Хорошо, второй. 3. И 4. Итак, Все-таки третий вариант, почему вы остановились на этом? потому что он вкус из детства. По-моему, это докторская или молочная. Именно так, это докторская колбаса. Да, спасибо. Спасибо вам. Как? Амтаннау швей. Икис? Так. Хакалын тепен аплай. Ага. Бу амтаннари күскә берилде. Бас маңны гитара дукут киянаты. Үш. О. Үсү. Амтанын хатчы билбет метте хаускут. Төрдөс? Бу мяри кадакты кой. Хой метте хаус. Бу теттен бу 2 йордот. Номер 2. О, не кушаем это. Не кушайте, да? Это вредно же, ты что? Хорошо. Не надо то. Номер 1. Как тебе? Вкусно? Номер 2. Ой, хорошо. Номер 3. Ух. И номер 4. Ой. Какой лучше тебе был? Какой лучше? Покушай, ему понравились. Все. Это мархинская, да? А мы не скажем, пока вы не выберете. Итак, первый. Мгм. Как вам на вкус? Ну так, нормально. А это что? Это колбаса докторская. Все якутские производители. Теперь 3 и 4. Мгм. И крайний 4. Последняя, да? Как вам на вкус? Что больше понравилось? Есть ли какие-то недочеты у них? Первая. Первое лучше? Первая лучше. Почему? Вкус лучше. Вкус лучше? Да. А по внешнему виду как? По внешнему виду, первая тоже. Первое тоже? Да. А почему именно аппетитно. он? Не знаю, аппетитно выглядит просто. Угу. Третий. Угу. И 4. Итак, ваш вердикт, кто из производителей колбасы, по вашему мнению, справился лучше с поставленной задачей сделать колбасу для якутян вкуснее? Ну, у меня, по-моему, вот это. 3. Мгм. А почему именно 3? Ну, на вкус хороший, ну и по цвету Тоже. более-менее не яркий. Угу. Вот это как бы с красителями. Угу. Итак, кто победил, на ваш взгляд? Номер 2. 2. Почему? Ну, как-то он приятнее, вкуснее, как мне так кажется. Я не знаю, конечно, не специалист, но мне Понравился номер 2. Да. Отлично, спасибо. Бұл үшуе бит. Мана бұл да. Анна? Амтана қайдағы? Ағуы. Ол үшуе бит. Антон? Ол атын амтаннаға бітескен. Бұл бит чынамын күндір. Угу. Туста құрдық. Угу. Бұл любительская была. Анна? Любительская. Угу. Молочная гімі күндір. Угу. Мал өнді. Төрдүс. Бұл мен шуы. Үшуе, да? Ага, шуы.
И И победитель? победитель все равно Бучуев. Второй. Третий сначала. Вот охуел. Ага. И четвертый. Распробуйте все оттенки вкуса и выдайте нам своего фаворита. Ну, мне больше третий нравится. Почему именно третий? Ну, текстура понравилась. И вкус тоже. Нет, я все не буду пробовать. А вам то, что понравилось по цвету, вы Да. будете выбирать? Хорошо. А кто? А мы не производитель? скажем, пока вы не сделаете свой выбор. Это в этом-то и интрига. Люди должны попробовать и сказать, вот Ну, это это лучше. скиф. Да. А как вы определили? Ну, потому что я покупаю. Я Отлично. только ее люблю. Отлично, спасибо. Мгм, пожалуйста. В принципе, более-менее определились наши фавориты. Это скиф. Оказалось то, что вот 3 наших конкурсанта набрали одинаковое количество голосов. И последняя женщина также, несмотря на всех остальных конкурсантов, сразу выбрала скиф. То есть 3 голоса у нас проголосовали за продукт от этого бренда. Ну, мне кажется, что здесь сказалось, как ранее мы и говорили, да, это соблюдение ГОСТов. В принципе, вкус такой знакомый с детства. Именно поэтому, наверное, его и предпочитают. А остальные наши конкурсанты тоже не ударили в грязь лицом. Традиции свежести, 2 голоса. Очень хорошая. СХПК Чорапча также набрали 2 голоса. Ну, наши дегустаторы отметили насыщенный вкус. Да. И тем не менее он является одним из лидеров нашего сегодняшнего голосования. Ну и пару слов, наверное, в поддержку нашего производителя ИП Зырянова, который всегда дает нам продукцию разного толка. Здесь новые рынки открывает и борется за своего нишевого, скажем так, покупателя. Все колбасы, я считаю, были очень даже вкусными. Наша битва была легендарной. Победителя мы не могли определить до конца. И считаю то, что все наши конкурсанты все равно победили в своем роде. Радует то, что наши производители производят такую хорошую продукцию. И для каждого из них найдется свой покупатель. Расширяет свой ассортимент и радует якутян. Встретимся с вами в следующем выпуске. Давайте попробуем.